Воделова Милана, Илиева Милана, Нанаева Ася. Круглые отличники со всей республики в одном зале. Нарядные, красивые и взволнованные. Теперь уже вчерашние школьники поднимаются на сцену за заслуженной наградой. С гордостью на них смотрят родители. Стараются запечатлеть каждый миг. Золотая медаль – это не просто дополнительные баллы к ЕГЭ. Это в первую очередь показатель характера выпускника, его усидчивости, целеустремленности и, естественно, знаний. Долгожданную награду «Высшие пробы» ребята получают из рук министра образования республики. Я каждого из них знаю на лицо, потому что с каждым из них я встречался на ЕГЭ. Очень приятно, что вы сегодня здесь стоите на сцене. Ребята, самый главный, самый первый экзамен вы уже прошли. Это был не просто экзамен на знания, но еще экзамен на зрелость. Сколько волнений вы прошли, сколько волновались ваши родители. Но все это теперь позади. Сейчас у вас большой жизненный путь впереди. Будьте такими же активными, усидчивыми, усердными, настойчивыми и упрямыми, в хорошем смысле этого слова. И вы всего добьетесь. Где Джамал? Джамал, иди сюда. Иди сюда, Джамал. Посмотрите, как гордый орел танцевал только что с девушкой. Вот такие они, инициативные, активные, смелые и мальчики, и девочки. Лилия Цицкиева к своей золотой медали шла с 6 класса. Тогда она и решила стать врачом. Вначале посоветовала мама, а потом и сама захотела спасать чужие жизни. Зная, какую ответственную профессию выбрала, Лилия не пропускала ни один урок в школе и училась только на отлично. Честно говоря, я чувствую себя какой-то спортсменкой, которая там участвует в марафоне протяженностью в 11 лет и в итоге получает свое заветное золото. И вот мне кажется, что каждый из нас, кто сегодня здесь с нами, в том числе и наши родители, все они поспособствовали тому, чтобы мы сегодня здесь собрались. То есть они являются, так сказать, все виновниками сегодняшнего торжества. Мне очень приятно быть участницей этого празднества. Волнение у ребят просто зашкаливает. За плечами у бывших учеников не только годы отличной учебы и не самые легкие экзамены, но и любимые занятия, учителя, одноклассники, которых многим из ребят уже сейчас не хватает. Несмотря на это, медалисты сегодня не грустят, ведь это их праздник. На лицах счастливые улыбки, у каждого свои планы и мечты, с которыми они с радостью делятся. Самый сложный год для меня – это 11 класс, это 11 год, потому что все-таки экзамены ЕГЭ был на носу, и готовились, было трудно за 11 класс. А так все было интересно, и вообще трудностей в учебе не было. Сдавала русскую литературу, выборочные экзамены русская литература и история. Экзамены прошли нормально, я рада, что получила такие баллы, и я хочу стать филологом плюс логопедом, хочу пройти курсы и вернуться в свою родную школу, стать там учителем, таким же, как и наша классная руководительница. Праздник продолжается на сцене. Для ребят выступают артисты ингушской эстрады. Выпускники с радостью присоединяются к исполнителям. Этот праздник ребята заслужили ничем иным, как своими знаниями. Поздравляет выпускников с успешным окончанием учебы председатель правительства республики Зелимхан Евлоев. Приветственный адрес премьера зачитывает его помощник Тимур Гайсанов. Мы гордимся, что в нашей республике есть такие умные и талантливые молодые люди. Ваши результаты вызывают глубокое уважение и восхищение. Вы интеллектуальная элита республики, надежда ваших родителей и наша общая надежда. В этом году золотыми медалями были удостоены 91 школьник. Это на 8 отличительных наград меньше, чем в прошлом году. Зато и требования к отбору медалистов тоже стали строже. Медаль получают только те школьники, которые набрали свыше 200 баллов на ЕГЭ по 3 выбранным предметам. Так что это золото для выпускников – двойная гордость, так же, как и для их родителей. Медаль как таковая для нас, мы к этому не готовили, но мы хотели, чтобы у девочки были знания. В основном упор делалось на то, чтобы получить хорошие знания и поступить в хорошее учебное заведение, чтобы стать полноценным, полезным обществу человеком. Но раз уж наши старания нашей девочки оценили золотой медалью, это вдвойне приятно.
Сегодня у ребят не только вручение медалей, но и своеобразный выпускной бал, но только для отличников. Особенно трепетно к мероприятию отнеслись девушки. С нарядами многие определились еще за несколько месяцев до окончания школы. Прически и макияж. Задача выглядеть на отлично оказалась для многих даже сложнее, чем экзамены. Я тоже долго подбирала наряд, образ, дополняла его определенными элементами. И думаю, в целом он у меня получился. За плечами у ребят 11 лет безупречной учебы и почетные медали на руках. А впереди их ждут не менее сложные студенческие учебные будни. Новые знакомства, преподаватели. Словом, новые вершины, которые еще только предстоит покорить. Амина Бокова, Зина Могушкова, Ахмед Гандаров. Новости 24.